Недавно в прессе появился еще один документ, содержащий доказательства незаконного содержания уйгуров и других тюрков в лагерях перевоспитания, называемых китайскими властями центрами профессиональной подготовки, где их заставляют отказаться от своей веры и культурной идентичности. В документе, опубликованном агентством Associated Press, содержится информация о том, по каким мотивам китайские чиновники отправляют мусульман в лагеря. В базе данных имеется информация о 311 уйгурах, задержанных в период с 2017 по 2018 годы. Примечательно, что в базе данных хранилось большое количество информации, включая имена, идентификационные номера и даже сведения о том, совершает ли человек молитву и читает ли Коран. Вся информация хранится в отдельном файле, который содержит имя, адрес, национальный идентификационный номер, дату и место рождения, данные родных, информация о вероисповедании и список районов, в которых ранее проживал задержанный. Документ доказывает, что причиной ареста миллионов мусульман является не только обвинение в экстремизме, но и посещение мечетей, отращивание бороды и количество детей, превышающее дозволенную норму. Согласно документу, последняя запись в котором была совершена в марте 2019 года, 97% узников, данные которых содержатся в этом документе, являются уйгурами из города Каракаш, расположенного возле пустыни Такламакан. Оценивая повестку дня в Анкаре, пресс-секретарь партии «Справедливости и развития» Омар Челик сделал следующее заявление. «Мы обеспокоены негативными новостями об уйгурах. Как вы знаете, этот вопрос является темой, за которой мы пристально следим и ведем переговоры с китайскими властями. Скоро в уйгурский регион направится делегация из Турции. Мы надеемся, что все пройдет открыто в соответствии с нашими требованиями и ожиданиями. Нашей целью является прекращение несправедливости и негативной политики в отношении уйгуров и других тюрков». В связи с эпидемией коронавируса, начиная с сегодняшнего дня, Российская Федерация временно приостанавливает выдачу образовательных виз и деловых приглашений для граждан Китая. В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который посетил храм Карпатур-Дарбар Сахиб-Сикх на границе Пакистана и Индии, заявил, что обеспокоен распространением эпидемии в африканских странах. Гутерриш подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения работает над решением данной проблемы. Главный врач больницы Вучан, расположенной в городе Ухань, Лю Чимин, который боролся с эпидемией, умер по причине заражения вирусом COVID-19. Было указано, что число медицинских работников, которые скончались от данного вируса, достигло 7. Лю, который являлся одним из известных экспертов в области нейрохирургии, работал в больнице Вучан, выделенной для борьбы с эпидемией. В официальном заявлении властей указывается, что число медицинских сотрудников, инфицированных вирусом COVID-19, достигло 1716. Количество докторов, медицинских работников и военных врачей, направленных в Ухань, составило 30 тысяч. Вместе с угрозой проникновения вируса на территорию лагерей перевоспитания, в которых содержатся миллионы тюрков, важно отметить, что большая часть медперсонала, направленного в центр эпидемии, состоит из врачей и докторов уйгурского региона. После переговоров Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова о ситуации в Идлибе, которые состоялись с 17 по 18 февраля, Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало следующее заявление. Турция и Россия намерены придерживаться существующих соглашений по смягчению гуманитарной ситуации в Сирии.